Намский район вошел в пятерку лидеров по онлайн-переписи населения в Якутии. Жители муниципалитета активно участвуют во всероссийском мероприятии, и новый электронный формат прохождения процедуры переписи пришелся им по душе. Это последняя бумажная и первая цифровая перепись. Пройти ее можно 3 способами. Подробнее об этом расскажет моя коллега Мадина Халикова. Она присоединяется к эфиру и выходит на прямую связь со студией. Мадина, привет! Расскажи, где вы находитесь и как проходит перепись населения. Да, Валерия, добрый день. Мы сейчас находимся в селе Намцы Намского района. И здесь, на переписном участке, действительно большой ажиотаж. Люди приходят, переписываются. И, кстати, как вы уже сказали, Намский район в лидерах по онлайн-переписи. Но переписаться можно не только онлайн, очно приходят переписчики. Также можно прийти на стационарный пункт, где все объяснят, разъяснят, покажут, как нужно заполнять переписной лист. Распечатают QR-код, по которому, собственно, идет вся эта перепись. Я хочу напомнить, что это последняя бумажная и первая цифровая перепись населения. И о том, как она здесь организована, нам расскажет Петр Абрамов. Это заместитель председателя переписной комиссии Намского района и заместитель главы Намского района. Петр Васильевич, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как организована у вас здесь работа? В Намском районе по ТДР у нас закончили 4 муниципальных образования. Это Заречный и Наслега. В данное время переписывается 15 муниципальных образований. Все у нас переписчики вакцинированы, 44 переписчика и 7 переписных участков. На данный момент, на 2 ноября, 80% населения у нас переписалось. 20% переписалось в госуслугах. До начала переписи у нас с населением были разъяснительные работы по части электронной цифровой переписи. Вот так. А все-таки на участках соблюдаются ли все антиковидные требования? Да, переписных участков все санитарные нормы, требуемые Роспотребнадзором, все соблюдаются. Да. Спасибо вам большое. Ну, а я хочу напомнить, что перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Есть время еще заполнить переписной лист на тех же госуслугах или прийти в стационарный пункт в своем населенном пункте, где вы находитесь. Я, кстати, сама прошла перепись населения на госуслугах и жду уже своего переписчика, чтобы пришел ко мне за QR-кодом. Но пока на этом у меня вся информация. Валерия. Благодарю, Мадина. Я напомню, что с нами был наш корреспондент Мадина Халикова.